Пандемия коронавируса вызвала серьезный кризис на рынке труда. По данным Международной организации труда, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу. В России, по данным научно-исследовательского института Высшей школы экономики, из-за пандемии потеряли работу 10% граждан. По официальной статистике, общее количество безработных превысило 2 миллиона человек и продолжает расти. Но эксперты уверяют, реальный уровень безработицы в стране гораздо выше. То же самое можно сказать и о Крыме. Власти говорят о 120 тысячах безработных, но в действительности их гораздо больше. В марте этого года правительство приняло постановление, в котором были определены минимальные и максимальные размеры пособия по безработице – 1500 и 12 130 рублей. И дополнительно по 3000 рублей на каждого ребенка безработного. В начале июля минимальный размер пособия увеличили еще до 4500 в месяц. Пособие по безработице. Пособие по безработице неработающий гражданин может получить, если встанет на учет в Центр занятости по месту своей регистрации. Но в пособии по безработице вам могут отказать, если вы моложе 16 лет, получаете пенсию, находитесь в местах лишения свободы, работаете по трудовому договору, либо выполняете иную оплачиваемую работу, являетесь индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или самозанятым, проходите военную службу или службу в иных органах, либо же обучаетесь на очной форме обучения. Как встать на учет в качестве безработного? Есть 3 способа дистанционного оформления пособия по безработице. Первый – через портал госуслуг. Второй – через портал «Работа России». Третий – обращение в региональный центр занятости населения по месту регистрации. Гражданин при желании вправе и лично обратиться в центр занятости, но гораздо удобнее встать на учет по безработице через портал «Работа России». Чтобы увидеть, как это делается, давайте воспользуемся видео, подготовленное Федеральной службой по труду и занятости России. Для направления заявления вам понадобится подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. После авторизации можно приступить к заполнению электронной формы. Личные данные будут заполнены автоматически на основе сведений портала Госуслуги. Далее необходимо добавить резюме. На его основе Центр занятости будет искать вам новую работу. Можно выбрать резюме, созданное ранее на портале «Работа в России», или создать новое с помощью простого и удобного конструктора. Обязательно к заполнению разделы о месте жительства и месте получения услуги. Здесь указываем адрес регистрации из паспорта. И выбираем соответствующий центр занятости населения в соответствии с регистрацией. Именно этот центр будет осуществлять выплаты. Пользователь может выбрать удобный способ получения пособия. Это может быть счет или почтовый перевод. Необходимо ввести реквизиты. Не забудьте указать способ связи. Необходимо также дать согласие на обработку персональных данных. Проверьте правильность заполнения заявлений, после чего можете его отправлять. Уведомления о смене статуса будут появляться на карточке заявлений. Если в течение 11 дней вам не найдут работу, вам будет назначено пособие. В течение 11 дней после подачи заявления в Центр занятости для постановки на учет в качестве безработного, Центр занятости будет предлагать вам варианты вакансий. Вы можете от них отказаться, но это можно сделать не более 2 раз. Важный момент. Обязательно необходимо являться в Центр занятости в указанное время и дату. Размер пособия по безработице. В каждом случае пособие по безработице рассчитывается индивидуально. Размер пособия может варьироваться от 4500 рублей до 12 130 рублей в месяц. Если безработный гражданин имеет несовершеннолетних детей, то к пособию по безработице дополнительно выплачивается по 3000 на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Если официально зарегистрированы в качестве безработных оба родителя, то дополнительная выплата на детей назначается только одному из них. Минимальный размер пособия назначается тем, кто впервые ищет работу после перерыва более 1 года или проработали менее 26 календарных недель за последний год, уволен за нарушение трудовой дисциплины и другие провинности.
Всем вышеперечисленным категориям граждан теперь выплачивается повышенный размер минимального пособия. Это 4500 рублей в месяц. Но необходимо помнить, что это временная мера, она действует только до августа 2020 года включительно. После августа минимальный размер пособия будет равен 1500 рублей в месяц. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года, предусмотрено также пособие в размере 12 130 рублей. Предусмотрено данное пособие на 3 месяца, но он начисляется не позднее 1 октября 2020 года. Во всех остальных случаях размер по безработице рассчитывается из среднего заработка по последнему месту вашей работы. Подав заявление о присвоении вам статуса безработного, для вас откроются также и другие возможности. Центр занятости населения оказывает поддержку безработным не только пособием. Им предоставляется возможность пройти бесплатное профессиональное обучение, а также получить помощь на открытие собственного дела. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации. Помощь на открытие бизнеса. Речь идет о единовременной финансовой помощи в размере 240 тысяч рублей для только открывшихся индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также крестьянско-фермерских хозяйств. И вновь первым шагом в этом необходимо встать на учет в Центр занятости в качестве безработного, а затем написать заявление о желании открыть свое дело. Кроме выплаты, Центр занятости также бесплатно вас проконсультирует по всем важным вопросам, касаемо открытия личного дела. Решение о назначении выплаты принимается комиссией, перед которой вы представляете бизнес-план. Шансы получить данную помощь достаточно велики, так что это хороший вариант для тех, кто давно желает открыть свое дело. Важно помнить, что данная помощь безвозмездная, ее не нужно будет возвращать, но при этом средства помощи нельзя тратить на иные цели, не связанные с вашим бизнесом. При этом не позднее 90 календарных дней вам необходимо будет подтвердить, что вы потратили деньги именно на указанные ниже цели. Использовать единовременную помощь в размере 240 тысяч рублей можно на расходы на приведение в соответствие здания для осуществления деятельности, расходы на приобретение основных средств, оборудование, мебель, в том числе офисная, инструменты, электровычислительная техника и так далее, расходы на приобретение сырья, расходных материалов, сельскохозяйственных животных, посевных и посадочных материалов, расходы на приобретение товара для реализации, транспортные расходы, оплата услуг по обеспечению деятельности, предусмотренные бизнес-планом, в том числе оплата аренды помещений и имущества. Бесплатное обучение или повышение квалификации. Центр занятости предоставляет и такую услугу, как повышение квалификации и прохождение дополнительного образования для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не имеющих работу. Пройти обучение можно только один раз. Учеба может проходить очно, очно-заочно, либо дистанционно. На время учебы устанавливается стипендия в размере 12 130 рублей. Учеба длится от 3 до 6 месяцев в зависимости от выбранного вами профиля. Свидетельство об образовании выдается исключительно после успешного окончания курсов. В связи с пандемией коронавируса учеба приостановлена. Однако желающих пройти курсы вносятся в базу, и в случае возобновления обучения вас обязательно пригласят. Выбрать профиль обучения можно в Центре занятости согласно вашим пожеланиям и профилю. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда в Крыму. Архивариус, горничная, делопроизводитель, кладовщик, кондитер, косметолог, кухонный работник, официант, парикмахер, специалист по маникюру, пекарь, повар, помощник воспитателя, портье, продавец продовольственных товаров, секретарь-администратор, санитар, сестра-хозяйка, социальный работник и другие. Список профессий, по которому Центр занятости населения предложит пройти обучение, очень велик, и в нем множество востребованных и высокооплачиваемых профессий, таких, к примеру, как бухгалтер, менеджер, специалист по государственным закупкам, системный администратор и многое другое. Ознакомиться с этим списком можно на портале Центра занятости населения Республики Крым. То есть, если вы потеряли работу, не стоит отчаиваться. Следует знать свои права и воспользоваться своими возможностями.